Приглашаем принять активное участие горожан, общественные организации, предпринимателей, органы власти и журналистов. Внеси свое предложение для развития нашего города. Якутск – город неравнодушных горожан. Якутск – это мой город. Мы вместе. Баттл за Якутск. Это новый формат проведения дискуссионной площадки ЖКХ, направление форума неравнодушных горожан. Мы хотим, чтобы все было обозримо, чтобы люди видели, верили, как принимаются решения, и те предприятия, которые выскажут точку зрения, публично придерживались как раз этих принятых решений и сделать наш город все-таки чище и сферу ЖКХ более открытой. Мне кажется, что город недостаточно внимания уделяет вопросам энергоэффективности. Например, у нас очень много денег сгорает впустую. У меня есть свои идеи. Также необходимо развивать локальную энергетику. Пора перестать кормить монополистов и начинать экономить по-умному. Мне смешно, может быть, шляпой, но нет, я не думаю, что я буду удивлять. Я буду рассказывать о том, как работает водоканал в отношении предоставления жилищно-коммунальных услуг. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в рамках форума неравнодушных горожан проходит первое мероприятие под названием «Баттл за Якутск».
Перед началом форума совместно была проведена работа по тем вопросам, которые волнуют горожан больше всего, и объединены в 3 группы, в 3 батла за Якутска. Первое – это многоквартирные дома, вопросы. Второе – это вопросы частного сектора. И третий вопрос – это вопросы, волнующие горожан по общественным пространствам. Сегодня тема нашего первого мероприятия – это вопросы многоквартирных домов. Хочу напомнить, что у нас ведется прямое транслирование на канале YouTube. И представить наших участников, спикеров. О правилах, которые предназначены для них, я расскажу чуть попозже. Сегодня у нас присутствует наконечный Максим Александрович, исполняющий обязанности главного инженера энергосбыта, Аганина Марина Ивановна, заместитель главного инженера водоканала, Гаврилев Иван Александрович, главный инженер УГРС «Сахатранснефтегаз», Попова Юлия Сергеевна, председатель Совета МКД, Калнаршвили, Поликарпов Дмитрий Семенович представляет сегодня новаторов ООО «Сахафильтр». Я извиняюсь, тут произошло изменение. Сегодня представляет Эдвин Данилович Пестряков, директор ООО «Сахафильтр». И Машукова Ольга Николаевна, представитель управляющей компании «Прометей». Надо помнить, что баттл – это в любом случае спор, а в любом споре есть выигравший и проигравший. Поэтому задача каждого из спикеров в течение баттла попытаться убедить друг друга в своей правоте и убедить не только себя, а сегодняшних участников, это зрителей, которые будут оценивать работу сегодняшнего дня. Как проводится эта работа зрителей? У вас роздан такой раздаточный материал перед входом. После каждого раундов будет 6, мы будем проводить голосование за то, какой из спикеров вам больше нравится в данный момент. Это будет делаться для того, чтобы спикеры изъяснялись понятным языком для всех горожан. Каждый раз, когда вы будете проходить раунд, надо будет просто отрывать. У нас есть волонтеры, которые помогут и соберут у вас эти карточки и быстро проведут голосование, как ведется. После каждого второго раунда я буду рассказывать, у кого сколько баллов от зрителей. Так, далее мы переходим к нашим экспертам. Роль у экспертов – это мы пригласили представителей, людей, которые знают в вопросах жилищно-коммунального хозяйства практически все и могут быть помощниками в этом баттле. Павлова Мария Владимировна, начальник отдела экономики ООО «Водоканал». Пахомов Алексей Григорьевич, директор АЭР. Боннер Галина Михайловна, директор МКУ РБЦ. Боков Иван Александрович, заместитель начальника департамента техприсоединения Якутскэнерго. Ксенофонтов Павел Валерьевич, главный инженер ПУМК «Сахатранснефтегаз». Сивцева, и Кырджигасов Анатолий Андреевич, депутат Якутской городской думы. Роль для экспертов заготовлена непростая. Они должны будут дать свою оценку в том случае, когда спикер, участник, не может ответить. У каждого спикера будет по 5 вопросов, и один вопрос он может отправить нашим экспертам. Эксперты в данном случае обязательно должны выступить с роли защиты того, кто попросил у вас этой помощи. Это обязательное условие. А теперь давайте я разъясню, как у нас будет проходить весь баттл. Каждому из спикеров будет дано по 3 минуты озвучить свои наболевшие вопросы или их решения в течение 3 минут. Как они это видят, как они это делают и почему такие решения принимаются. После этого каждый из участников задает по одному вопросу в течение полуминуты по тематике дня сегодня многоквартирные дома. Здесь у предприятия есть возможность спросить как от лица предприятия, так и от лица жителя города Якутска. Все мы горожане, живем в одном городе. И следующим на ответы дается по 1 минуте, после которого вы сами ставите баллы. Если вас удовлетворил ответ, на который вы получили,
на ваш вопрос удовлетворил ответ, вы ставите определенные баллы. Если вы считаете, что вы не получили правильного ответа, где-то он нормально ответил, то вы ставите 1-1. Если вы считаете, что вопрос задан, но совсем некорректный ответ, и вы не получили никакого ответа, то вы ставите 2-0. Правила у вас все написаны. Так. Зрителям я обращусь после первого раунда и объясню заново, как надо голосовать. Итак, давайте начнем. Мы провели до этого жеребьевку, и первым у нас выступает Попова Юлия. Вопрос пока нельзя. Вопрос зададим после первого раунда. По ведению мы объясним позже. Хорошо? После первого раунда у нас будет как раз маленькое время, когда вы можете задать вопрос. Спасибо. Итак, Юлия, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович. Для меня сегодня большая честь выступать в этом зале. Я очень волновалась перед тем, как прийти сюда, но увидев здесь наших председателей многоквартирных домов, мою поддержку, мне стало немного легче. Значит, я являюсь председателем многоквартирного дома по Каландрашвили 43, проживаю в Сайсарском округе. Ранее я жила, всю свою жизнь в Сайсарском округе, живу и в деревянном фонде, и в двухэтажке мы жили, и все проблемы мне известны. Я, уже мне 30 лет, 10 лет буквально являюсь старостой у себя и ранее, где проживала, и сейчас, и всегда в одиночестве боролась с нашими жилищными проблемами. Сейчас я являюсь многодетной мамой, у меня 3 детей, и для меня очень важно, чтобы мои дети жили в хороших условиях, чтобы у нас была хорошая детская площадка, чтобы мы пили чистую воду, чтобы у нас не было бродячих собак, чтобы в коридорах у нас не жили бомжи. И, с этими всеми вопросами я отправилась в управляющую компанию, не в управляющую компанию, а в управление нашего округа, в Сайсарский округ. И, я предложила, чтобы мы создали совет всех председателей многоквартирных домов для того, чтобы не в одиночестве бороться с проблемами, а сообща. На сегодняшний момент мы уже создали ассоциацию многоквартирных домов города Якутска. Сегодня многие из ассоциации присутствуют. И прежде чем прийти сюда, мы, провели свое собрание общее, где очень многие высказали все свои проблемы. Сегодня также мне весь день буквально все пишут и пишут: Юлия, поднимите этот вопрос, Юлия, поднимите тот вопрос. Я поначалу все для себя это отмечала, но потом, мне не хватило бумаги, можно сказать, для того, чтобы все это описать. Но проблемы, они, конечно, имеются, как и в большой любой семье. Наш город, это одна большая семья. Ни одна семья не обходится сегодня без проблем. Я чувствую реальную поддержку от города Якутска созданием этой ассоциации. Сегодня уже Айсен Сергеевич утвердил гранты на поддержку наших председателей. Но проблемы, они некоторые как были, так и есть. Например, недобросовестное обслуживание по условиям договора управляющих компаний, отсутствие информирования населения о нововведениях, услугах, которые они предоставляют, высокая плата за квартплату, воду, свет, коммунальные услуги. У нас постоянно, я живу в самом центре Сайсар, заходят бомжи, люди, которые, выпившие люди. И что с ними делать? Вызываем мы полицию, и они говорят: звоните в скорую. Это тоже вопрос, который на сегодняшний момент не решен. Плата за капремонт. Почему мы должны платить? Когда мы увидим этот дом? Я сейчас живу в новом доме. Мы 3 года только назад поселились, и почему мы уже должны платить за капремонт? Почему такая большая цена? Почему они не говорят, на что и когда, в каком году у нас будут ремонт делать, если будут? Отсутствие освещения внутри подъезда, снаружи. Почему вода грязная? Почему мы пьем? Я понимаю, что она соответствует каким-то требованиям, нормам, но когда наливаешь воду, ее же невозможно выпить. В других городах давно уже пьют воду из-под крана. Дворники плохо работают. Во многих дворах отсутствуют детские площадки, отсутствуют соответствующие площадки. Спасибо, Юлия. Я могу бесконечно говорить, но Спасибо. я пришла для того, чтобы решать эти вопросы. Ответить на вопросы. Спасибо. И спасибо за выступление. Очень яркое, наверное, то, которое волнует большинство здесь присутствующих сегодня. И пойдем по порядку. Ольга Николаевна, ваш первый вопрос. Давайте так пойдем. Такой вопрос хотела задать, Юлия, вам. Смотрите, иждивенческое отношение некоторых жителей, к сожалению, надо принять, что такие есть, да, к собственному жилью приводит к моральному и физическому износу. Как вы полагаете, что нужно изменить в отношениях населения, чтобы они полюбили свой дом, полюбили свой двор, помогали его благоустраивать и берегли его?
Да, это Юлия, одна из- да, надо записать. Вот здесь маленькая ремарка. Мы выслушаем все 5 вопросов. У вас будет шанс один вопрос отправить экспертам. Спасибо за вопрос. Эдвин Данилович, ваш вопрос. Что такое общее имущество в многоквартирном доме? Кто может им распоряжаться? общедомовое имущество. Да. Максим Александрович. Ну, на самом деле, нам, как ресурсникам, тяжело задавать вопросы жильцам, потому что мы в такой позиции, что обычно мы должны, а не жильцы. У жильцов никаких особых-то обязанностей-то и нету. Мы в заведомо проигрышной ситуации. Но, в принципе, я присоединяюсь к вопросу от УК «Прометей» все-таки. Должна же быть какая-то ответственность у тех же жильцов за состояние дома, за платежную дисциплину, потому что как бы неравный бой получается. Иван Александрович. Да, у нас тоже вот стоит остро вопрос платежей населения. Да? Зачастую просто не бывает доступа в квартиры для того, чтобы отключить, допустим, человека, который уже не платил очень продолжительное время. А каким образом вы можете способствовать как бы доступу ресурсоснабжающих организаций в квартиры должников? Ага. И Марина Ивановна. Я тоже поддержу всех ресурсников по поводу задолженности населения. Но я бы хотела задать другой вопрос. Какие предложения вы можете внести по улучшению работы водоканала и в каких направлениях? Спасибо за вопросы. Спасибо всем за вопросы. Готовы? Я готова, но вы знаете, на мне сегодня такая большая ответственность, что я должна отвечать за все многоквартирные дома. Ведь проблемы-то они в каждом доме разные. Вот я проживаю в новом доме, у меня, значит, мне легче, у меня есть список всех моих жильцов, я с ними отрабатываю. Управляющая компания у нас «Солидарность», я каждый квартал громко сказано, конечно, каждое полугодие приглашаю директора, письмо отправляю и, значит, обозначаю по повестке вопросы, на которые бы нам хотелось услышать ответы. Они приходят, отчитываются, жильцы мои говорят, что бы они хотели сделать. Значит, через полгода они приходят и уже рассказывают о том, что они сделали и что они планируют. Это вообще нужно повсеместно внедрять. Юлия Сергеевна, мне, пожалуйста... Что касается иждивенческого отношения... Да, вот вопрос. Да, вот я как раз к этому вопросу хотела и перейти. Дело в том, что общими собраниями совет многоквартирного дома принимает решение только общим собранием. Соответственно, если мы организовываем общее собрание, то каждый уже несет какую-то ответственность. У нас очень много жильцов приходит на собрание. У нас уже привыкли приходить на собрание. Без собрания начинают меня уже спрашивать, когда мы соберемся и когда управляющая компания ответит на наши вопросы. Поэтому в этом плане, конечно, есть правда. Потому что, вот, допустим, по нашему дому я одна, например, бегаю, я одна пишу письма. Но, слава богу, сейчас у нас очень много таких коммуникаций, как, допустим, тот же WhatsApp. Какая-то проблема, жильцы туда скидывают свою проблему, я тут же пишу письмо. Ну, мы потихонечку приходим к тому, что люди сами начинают заботиться о своем доме. И я думаю, что к этому способствует наша власть. Вот Айсен Сергеевич, например, у него сейчас в администрации города есть программа «Городская среда», куда люди сами могут вносить свои предложения, народный бюджет. И это ведь все способствует тому, что человек уже потихонечку начинает привыкать, вносить свои предложения, заботиться о своем доме. Второй вопрос. Общедомовое имущество МКД. Что это такое? Вообще у нас очень большие проблемы с информированием населения. Я не могу сказать, что я знаю все. Я не занимаюсь этими вопросами с утра до вечера. Я не читаю соответствующую литературу, да, по этим вопросам, чтобы знать какие-то аббревиатуры. Но я считаю, что наши отрасли, структуры должны приходить и как раз-таки проводить эти семинары для нашего населения. Вот сегодня у меня дана возможность такая. Я сегодня являюсь заместителем, сопредседателем ассоциации собственников жилья. И вот мы уже один раз проводили, вот сейчас также на следующей неделе планируем провести семинар для жителей нашего города, куда мы приглашаем все структуры, и они нам рассказывают, что такое общедомовое имущество, что такое плата за капремонт. Общедомовое имущество – это, значит, та территория нашего дома, которая, значит, не относится к квартирам, проще говоря, это наши лестничные клетки, это наша придворовая территория. Мы, наш дом, следим за всем этим, следим за тем, чтобы все это было в соответствующем состоянии. Но я опять же говорю, что дома разные, жители разные в нем, социальная категория разная. Ответственность жильцов – дисциплина. Дисциплина должна быть, и я говорю, что люди уже потихонечку начинают к ней привыкать. А как я, как председатель МКД, могу повлиять на эту дисциплину?
Ну, только путем разговора, наверное. Я всех жильцов знаю в лицо своих, со всеми разговариваю. Допустим, бывает такое, что, конечно, праздник в какой-то квартире. Ну, что я могу сделать? Полицию вызывать тоже каждый раз против соседей не получится. Ну, только как беседу проводить с нашими жильцами. Я уделяю этому должное внимание. Доступ в квартиру собственников. Ну, этот вопрос, конечно, сложный. Даже я бы не каждому доверила свои ключи от дома. Но у меня, по крайней мере, вот мы должны на сегодня создавать во всех многоквартирных домах советы. Вот в советы председателя его все знают в лицо, его уважают, ему доверяют. Ну и, возможно, если такие вопросы возникают, то и председатель, должен быть выход на председателя, который сможет ответить, кто проживает, где он, в какой ситуации. Когда вот у меня жильцы куда-то уезжают, они меня предупреждают, что у нас не будет длительное время, ну я как бы владею информацией. Все списки у меня есть, все контакты у меня есть. И нужно это внедрять повсеместно, создавать советы многоквартирных домов. И предложения, какие бы я внесла водоканалу. Ну, понятно, что у жителей одна сторона медали, у водоканала другая. Наверное, вы стараетесь для того, чтобы мы пили чистую воду, строится вот водозабор в городе Якутске. Но предложение может быть такое, что, вот, допустим, весной, летом у нас мы все пьем грязную воду. И хотелось бы, и потом после этого вот в некоторых источниках появляется информация, что будут делать перерасчет и так далее. Но когда вот сталкиваешься уже вживую с этими проблемными вопросами, то там начинается в суд обращайтесь, еще куда-то обращайтесь. Такого быть не должно. Вы должны нам наоборот способствовать, мы должны совместно с вами решать эту проблему, должны, ну, без проблем, я думаю, что перерасчет, по крайней мере, делать должны. Ну, таким вот образом. Все, спасибо, Юлия. Идем по таймингу очень хорошо. Пожалуйста, участники, вы можете сейчас уже расставлять баллы. На этом наш первый раунд закончился. Уважаемые зрители, был вопрос какой-то до этого? Да, пожалуйста. Но вопрос касается именно правил? Нет, от зрителей мы собираем, девушка может подойти и собрать. Сегодня это чуть-чуть формат не ложится. Вы вопрос можете дистанционно, вот там в письменном виде оставить. Или после, на завершении задать, если вопрос вас действительно волнует очень сильно. Я вот сейчас объясню, зрители. У вас сейчас дано, возвращаемся к нашим бумажкам. Первый раунд у нас, вот все прописаны. Здесь неправильно написано только имя ООО «Сахафильтра», и он является Эдвин Данилович, просьба переписать. И поставить галочки по этому раунду, кто более всех был убедителен, кто вопрос задал правильно и кто вам вообще симпатичен или импонирует. В данный момент. Один раз можно поставить галочку? Да. Нет, один раз. Только за одного участника. Волонтеры, пожалуйста, приступите к работе по сбору. Кстати, эксперты тоже голосуют. У вас отдельный только список. Один человек же Нет, выступил. Вот сюда, да? Первый раунд закончился. Выступал один. Если вы считаете, что он раскрыл все ответы на вопросы, то можете поставить ему. Если вы считаете, что вопросы не до конца отвечены, и само выступление, это ваше личное мнение. Друзья, у нас на это буквально полминуты. Если готовы, поднимите руку, волонтеры вас соберут. Я о результатах объявлю после второго раунда. Для участников мы предоставим это сразу. Теперь я буду говорить. Теперь моя очередь. Да, сейчас. Погодите, сейчас соберем. Нет, а то я думаю, что ты меня по кругу пустишь последнюю. Не хочу быть последней. Дорогие друзья, давайте приступим ко второму части дебатов. Выступает Марина Аганина, представляет компанию «Водоканал». Пожалуйста, ваши Добрый 3 минуты. день. Приветствую всех собравшихся. Конечно, Юлия была в самых выгодных условиях, потому что все сидящие в зале – это люди, защищающие свою позицию.
Ну, вспомним слова песни. «Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем, потому что без воды ни туды, ни сюды». Все прекрасно понимаем, что вода является самым жизненно необходимым ресурсом. Можно прожить без газа и без электричества, но без воды человек проживет всего 3 дня. Хочу сказать, что акционерное общество «Водоканал» – одно из крупнейших предприятий нашей республики в области водоснабжения и водоотведения. Общество занимается эксплуатацией и обслуживанием водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них, расположенных на территории города Якутска. Миссией общества является бесперебойное удовлетворение потребностей населения в питьевом водоснабжении и водоотведении, очистка сточных вод, собираемых через систему коммунальной канализации, сбрасываемых через систему коммунальной канализации в реку Лена. Выделю 2 самые главные цели общества по реализации нашей миссии. Первая наша цель – это обеспечение качества подаваемой потребителям питьевой воды в соответствии с ГОСТами и санпинами. В рамках решения задач, поставленных для достижения этой цели, стоит строительство нового водозабора ковшового типа и водоочистные сооружения. Уже выполнено более 50% строительно-монтажных работ. Водоканал прилагает все возможные усилия и выражает уверенность, что строительство этих объектов будет окончено и введено, и эти объекты будут введены в эксплуатацию в 2018 году. Для этого мы изыскиваем дополнительные источники для продолжения строительства. Вторая наша цель – это бесперебойное водоснабжение и водоотведение для всех присоединенных потребителей. Для достижения этой цели общество производит работы по ремонту, реконструкции, модернизации объектов, по замене парконасосного оборудования, ремонту магистральных сетей. Самый главный вопрос всех интересует вопросы перерасчета, первые, связанные со снижением тарифа на электроэнергию до среднероссийского уровня. Хочу сразу сообщить, что перерасчет всем потребителям уже произведен в биллинговой программе. Документы об этом вы получите до конца августа или в начале сентября, когда пойдете платить за коммунальные услуги. Что касается перерасчета, Юля, вот в вашу сторону, перерасчета по качеству воды за период май-сентябрь 2015 года, этот вопрос находится в судебном разбирательстве, и пока не принято окончательное решение, перерасчет водоканал делать не будет. Все собравшиеся в этом зале не противоборствующие стороны, а равноправные партнеры. Поэтому думаю, что наша сегодняшняя задача услышать друг друга и сделать правильные выводы. Спасибо. Ровно 3 минуты. И давайте тоже так же по кругу по солнечному пойдем. Юлия, от вас первый вопрос. Когда мы будем пить воду из крана, как в других городах? Спасибо. Ольга Николаевна. Так, вот у нас есть несколько решений суда, которые выиграли граждане. Мы им сделали перерасчет. Ждем водоканала. Скажите, это будет когда-нибудь? Я только что об этом сказала. Ну, хорошо. Так, Эдвин. После ввода-эксплуатации водозабора состояние воды улучшится ли? Что делать с существующими водопроводами? Уменьшится ли концентрация хлорирования? Спасибо. Максим Александрович. Буду держать нейтралитет к водоканалу. Задам вопрос такого характера. Вот я как житель хочу спросить, да? У меня вот подозрение, что у водоканала договоренность с дорожниками. Положили новую дорогу, тут же перекопали, потому что нужно положить трубу. Это специально делается? Иван Александрович. Так, ну, ожидая, к нам тоже такой вопрос будет, да? К Сахатранснефтегазу. Ну, а теперь вопрос к водоканалу. Какие у вас предусмотрены источники на ремонт изношенных сетей и каким образом повлияет ввод нового водозабора, так как он очень капиталоемкий на тариф? Марина Ивановна, я вам дам возможность еще чуть-чуть подготовиться. Мне не надо, спасибо. Я напомню, что у нас есть эксперты, и один из вопросов вы можете перекинуть любому из них. Ну, я пока постараюсь сама. Опять же, Юля, я повторяю, что водоканал выражает уверенность, что очистные сооружения водоснабжения будут введены в 2018 году. Что касается перерасчета по качеству воды. Да, проведено несколько судебных заседаний, и так как сейчас решение суда о качестве воды, о перерасчете по качеству воды находится в апелляции, и вопрос до конца не решен,
Как только суд вынесет решение, какое решение вынесет суд, так и будем поступать. После ввода качества будет ли снижено хлорирование? Да. Значит, в процессе водоочистки предусматривается, во-первых, мы теперь не будем применять жидкий хлор, мы уходим от опасной технологии, переходим на гипохлорид натрия, но в целях обеззараживания воды хлорирование, конечно, будет производиться, но только уже не жидким хлором, а гипохлоритом натрия. А теперь подозрения. У нас тоже такие подозрения всегда возникают. Как же так происходит? Но я считаю, что это вопрос к организации ремонта дорог, которые подчиняются администрации. И если бы администрация всех нас собирала по поводу ремонта, в каком месте происходит ремонт, значит, чтобы мы все перекладывали коммуникации, тогда этот вопрос решался бы быстрее. Ой, какие предусмотрены источники на ремонт ветхих аварийных сетей? Ну, я так предполагаю, что все источники — это амортизация, которая закладывается в тарифы. И опять вопрос к Юлии. Как быстро мы заставим снижаться дебиторскую задолженность, так больше денег у нас будет на ремонт. Все, я все ответила вопросы. Спасибо. Уважаемые зрители, мы опять переходим к нашему голосованию. Вторая у нас идет красная, розовая карточки. Пока волонтеры собирают, я озвучу. После первого раунда у нас лидирует по голосованию зрителей Попова Юлия. На втором месте идут 3 представителя. Это компании «Водоканал», Аганина Марина, Ольга Машукова, представитель управляющей компании «Прометей», и Максим Наконечный, представитель «Энергосбыта». Ничего не поняла я опять с этой штукой. Вам помочь? Ищем карточку, где написано... Нет, есть? У вас нету, вы же не можете оценивать свои... Да. Вот это забираете, да? Там написано 2 это максимум. 2-0, 0-2 и 1-1. Спасибо. О результатах второго раунда я также сообщу после третьего. Следующим у нас выступает по очереди по жеребьевке. Сейчас после Марины Аганиной у нас выступает Ольга Николаевна Машкова. Я рада всех приветствовать, видеть вас в этом зале, неравнодушных жителей города Якутска. Теперь небольшая презентация нашей компании. Без малого 20 лет, как Прометей занимается жилищно-коммунальным обслуживанием. Главным для нас было, есть и будет, это создание комфортных и благоприятных условий для жителей. Мы считаем, что любой житель должен знать номер телефона только нашей диспетчерской, и этого достаточно для решения всех вопросов, которые у него возникают по дому. А многоквартирных домов у нас больше 280. Надеюсь, это только пока. Вопрос по тарифам. Много вопросов вызывает повышение тарифов. Наши тарифы, образно говоря, это вагоны. Их тянет за собой локомотив энергосбережения. Электроэнергия подорожала, потянула за собой сверхстоимость услуг. Учитывая, что электроснабжение и водоснабжение в городе Якутске обеспечивается 2 монополистами, перед Прометеем стояла задача уменьшить оплату стоимости данных услуг. Нами было принято кардинальное решение, и в 1998 году мы начали вырабатывать собственную электроэнергию на базе газопоршневой электростанции. И сейчас она установлена в котельной, прекрасно работает, и мы потребляем собственную электроэнергию в наших котельных. Мы полностью перешли на эксплуатацию высокоэффективных котлов фирмы Cleverbrook.
Воду для горячего водоснабжения берем из собственных скважин. Установка скважины процесс трудоемкий, но тем не менее мы с ним справились, и они у нас успешно работают. Так мы подошли к решению основных направлений по реформированию ЖКХ. Это снижение себестоимости наших услуг и повышение их качества. И все знают, что наши котельные работают, и 1 сентября в наших квартирах ночью уже тепло. Сегодня управляющая компания располагает всем достаточным количеством оборудования, техники для осуществления всех своих мероприятий. Новые технологии. Слово «остановка» в ЖКХ запрещенное. Все должно крутиться, вертеться, двигаться круглосуточно и круглогодично. Компания и наша компания тоже двигается вперед. На очереди стоят вопросы регулирования систем теплоснабжения. Проще говоря, создание оптимальной температуры в квартирах наших жителей. То есть мы говорим то, что в квартирах должна быть постоянная температура, не должно быть жарко, не должно быть холодно. То есть все системы должны быть отрегулированы. Вопрос по платежам. Основная проблема отрасли, как мы все понимаем, это долги. Долги составляют в месяц до 10% начисления. Проблема сложная, но ее мы решаем. Мы внедрили программу по дистанционному учету показаний в квартире. Это помогает нам понять, почему порой объемы израсходованной воды в квартирах не соответствуют показаниям Ольга Николаевна, общедомового время. прибора учета. Спасибо. Вы можете продолжить во время ответов. Спасибо. Пожалуйста, Эдвин Данилович, ваш первый вопрос. Как формируются тарифы на услуги управляющей компании? Зависит ли это от категории жилья? Спасибо. Ну, у меня вопрос насущный, как говорится. Обычно, когда мы спрашиваем с управляющей компанией, где же деньги, они говорят, нам жители не платят. А что вы делаете для того, чтобы вам жители платили, и чтобы перед нами долгов не было? Иван Александрович. Планируете ли вы переходить на прямое заключение договоров ресурсоснабжающих организаций и населения? Спасибо. Марина Аганина. Микрофон надо. Управляющая компания как раз остановилась на том моменте, про который я хотела задать вопрос. В целях учета потребления ресурсов и их рационального использования законом предусматривается установка общедомовых приборов учета. И управляющие компании должны вести расчет с ресурсниками по ним. Но не все управляющие компании идут на это. Как вы можете прокомментировать, с чем это связано? Ведете ли вы работу по замене старых ламп уличного освещения ДРЛ-250 на новые светодиодные? Ведь могла бы выйти значительная экономия. Уличных. Время дать? Нет, мне не дать, я отвечаю. Спасибо. Все, спасибо. На первый вопрос. Тариф для управляющей компании. Значит, тарифы управляющей компании формируются из расчета затрат, которые должны быть потрачены на содержание, ремонт жилого дома. Значит, фактически у нас каменное жилье, поэтому тарифы, соответственно, значит, применяются для содержания ремонта каменных квартир. По деревянному фонду у нас квартиры муниципальные, которые утверждены администрацией города Якутска. Долги. По долгам мы проводим определенную работу. Это и претензионная работа, и судебная работа, и, значит, работа, которую мы осуществляем по отключению некоторых ресурсов. Вот. Есть группа, которая работает с населением, значит, по рассрочке. Кстати, очень эффективный момент получается вот с этим. То есть по долгам мы пытаемся, с энергосбытом, по-моему, у нас долгов с вами вообще нет, мы рассчитываемся с вами постоянно, своевременно, и нареканий никаких у вас никогда не бывает. Кстати, энергосбыт неоднократно нас уже включал и вручал нам такой, значит, знак лучшего знак, да, потребителя. надежный партнер. Вопрос был в том, чтобы вы поделились опытом с другими управляющими компаниями. Одной минуты недостаточно. Вот как бы я говорю, очень большая работа проводится.
И с населением мы сейчас очень много заключаем договоров по рассрочке. Нам, конечно, не совсем выгодно, но тем не менее, вот есть ситуации, когда людям необходима вот эта рассрочка. Прямые договоры с РСО, вы знаете, что это идет на усмотрение жителей, если собрание собственников примет решение о переходе на прямые договора, то, естественно, они будут заключены. Так. У вас есть возможность отдать экспертам. Так, я записала не совсем так. Приборы учета общедомовые. Да, общедомовые приборы учета. Ну, общедомовые приборы учета – это больной вопрос. Понятно, что вот поставщиков они волнуют. Мы составили график и постепенно переходим на их установку. Но, естественно, получается, вот я говорю, я уже говорила, что мы применили такой способ, значит, установили электронную программу по электронному съему приборов учета, показания приборов учета. Это нам помогает вот не создавать разницы между общедомовым прибором учета и квартирными. Я надеюсь, когда вот эта программа у нас полностью войдет, проблем с поставщиками по учету воды и по установке приборов учета не будет. Ну и по замене приборов учета ламп. В наших домах практически везде мы поменяли на экономные приборы учета. Вот эти лампы, которые на движение реагируют по электроэнергии. К сожалению, уличные приборы учета не входят в нашу компетенцию, и этим занимается Горэнерго. Ну, все, да? Да, все. Ага. Спасибо, Ольга Николаевна. Приступаем к голосованию. Напомню, что спикером основным в третьем раунде был УК «Прометей» Ольга Николаевна. И пока идет голосование, я хочу рассказать результаты второго раунда. Там победителем у нас является водоканал. На втором и третьем месте это представитель жителей и энергосбыт Максим Наконечный. Спасибо. Начало четвертой части выступает у нас Иван Александрович, представитель Сахатранснефтегаза. Пожалуйста, 3 минуты. Приветствую всех участников батла, зрителей, экспертов. Очень интересный формат. Надеюсь, что-то из этого выйдет. Дальше мы приступлю к выступлению. Озвучу, наверное, самый такой вот сложный вопрос для жителей, да, который очень важен, да, потому что в ближайшее время это затронет очень многих. Да. Согласно постановлению Госстроя России и постановлению правительства РФ, ответственность за исправное состояние ВДГО и ВКГО несут управляющие компании, обслуживающие жилой фонд. Внутридомовое оборудование, внутриквартирное оборудование, эксплуатируемое более 30 лет, подлежат технической диагностике. Эксплуатация газопроводов без наличия положительного заключения технической диагностики запрещена. Начиная с 2009 года Сахатранснефтегаз начал работу по уведомлению управляющих компаний о необходимости проведения технической диагностики. Но вот никаких вот таких особых движений со стороны управляющей компании не было, поэтому начиная с марта 2016 года Сахатранснефтегаз приступил к отключению жилых домов со сроком эксплуатации внутридомового газового оборудования более 30 лет. За 2016 год произведено отключение 24 жилых домов. На данный момент технической диагностике подлежат 442 жилых дома. Проведена работа с управляющими компаниями, благодаря которой из 442 домов проведена экспертиза в 58 домах, и еще 73 дома заключили договоры на техническую диагностику. Оставшие 311 многоквартирных жилых домов никаких мер по решению вопроса не принимают. Об этой проблеме Сахатранснефтегаз уведомил администрацию города Якутска, Госстройжилнадзор, Ростехнадзор, фонд капитального ремонта. Продолжая работу с 311 жилыми домами, которые никаких мер не принимают, Сахатранснефтегаз разработал график отключения многоквартирных жилых домов. Согласно этого графика,
Срок до 4 сентября планируется отключить 62 многоквартирных жилых дома. В этом году? Да, в этом году. В основном обслуживаемые УК «Промышленная», ЦДС, «Строительная», «Северстрой» и другие. Ну, там небольшие управляющие компании. Соответствующие уведомления направлены в управляющие компании, развешено объявление в подъездах многоквартирных жилых домов. После проведения этих отключений Сахатранснефтегаз планирует продолжить работу с оставшимися домами, подлежащими диагностике. Ну, вопрос отключения всегда вызывает недовольство населения, ну, это неизбежно. В этой связи большая просьба управляющей компании занять более активную позицию в вопросах, касающихся технического диагностирования, и не игнорировать уведомления о необходимости ее проведения. В вопросах ВДГО и ВКГО, эксплуатируемых более 30 лет, Сахатранснефтегаз ну, также общается с другими организациями из других регионов, которые эксплуатируют такие же газопроводы. Можно, вот, допустим, привести опыт города Москвы по техдиагностике. Да? Правительство Москвы разработало программу капитального ремонта ВДГО возрастом более 30 Спасибо, лет. время. Ага, у нас строгий тайминг. Думаю, это можно воспользоваться временем для ответов на вопросы и продолжить. Марина Аганина, ваш первый вопрос. Ну, вот я хотела задать вопрос по поводу, конкретно тоже как житель города, по поводу, вот, где узнать, в каком, через какое время мой дом закроет, значит, отключится система газоснабжения. Ну, понятно, что здесь. Я задам другой вопрос. Выравнивание энерготарифов привело к снижению тарифов на коммунальные услуги. Как такое снижение отразилось на ваших тарифах? Спасибо. Юлия? Вопросов от жителей к Сахатранснефтегазу было очень много, но основной, часто встречающийся вопрос, почему мы так много платим за газ и планируется ли уменьшение стоимости? То же самое. Спасибо. Ольга Николаевна? Так, хотелось бы узнать, какие мероприятия для обеспечения надежности газовых сетей вы проводите? Спасибо. Эдвин? Так, как часто проводится техническое обслуживание внутридомового газового оборудования? Спасибо. И Максим. Простите, я хотел бы немного поломать формат. Два вопроса. Первый все-таки. Платя за газ в кассах энергосбыта, хоть у нас есть агентский, я не могу узнать свою задолженность напрямую. Хотелось бы этот вопрос все-таки решить. Вот. И второе, где можно провести обследование домов, потому что, насколько я знаю, в городе Якутске нет специальных организаций, которые могут провести обследование и дать лицензию дому, что у него оборудование, ну, как говорится, нормальное. Даете ли вы сами такие услуги по приемлемым ценам для жителей? До того, как приступите к ответам, Иван Александрович, вам бонус, формат ломать нельзя. Из двух последних вопросов выберите один ответ. Ага, и можете воспользоваться экспертами. Спасибо. Так, где узнать про отключение? Я думаю, мы на сайте разместим эту информацию. Очень хороший вопрос, да. Ну, это имеется в виду не по тем домам, по которым мы планируем отключение, да, вообще в целом, да. Может быть, дому 25 лет, да, ну, хотя бы мы тогда разместим такую информацию, то что через 5 лет там надо будет какие-то решения принимать по внутридомовому оборудованию. Ну, хотя мы заранее заблаговременно управляющей компании извещаем то, что вот в следующем году у вас будут такие вот вопросы возникать. Дальше. Выравнивание энерготарифов, да, повлияло ли оно на наш тариф? Удешевление электроэнергии составляет в нашей себестоимости тарифе 0,5%, поэтому оно Не повлияло. Да, и корректировку по нашему тарифу внесут в следующем году только. В этом году поэтому перерасчет у нас не делают. Почему так много платим за газ? Можете воспользоваться Экспертным мнением, да? Есть такой бонус, передаю ответ эксперту. Ну, я могу сам ответить на этот вопрос, да. Ну, во-первых, газифицировали, ну, было принято решение, еще давно было принято решение правительством республики о газификации сел, да. Соответственно, у нас резко возросло количество, ну, протяженность сетей магистральных газопроводов, кроме того, еще увеличилась протяженность сетей, распределительных сетей в населенных пунктах, да. Но потребление значительно не выросло. Как складывается тариф? Это все расходы на эксплуатационные расходы делятся на объем потребления газа.
Соответственно, тут сети растут, потребление сильно несоответствующее растет тоже, да. Из-за этого происходит у нас вот такой вот рост тарифа, да. Но кроме этого еще хочу сказать то, что единственный выход, многие, конечно, вопрос задают, то, что нам нужно оптимизироваться, да. И общественники, и предприниматели вопросы такие задают, что у вас там в тарифе сидит, да. Ну, мы открыли полностью свой тариф, да, на нескольких встречах были, да, и руководство нашей компании тоже по тарифу всю информацию озвучивало, да. Кроме того, у нас проверяла прокуратура, ФАС, там, по-моему, со всех сторон уже наш тариф пересмотрели. Мне кажется, вопрос нужно не в этом направлении работать, да, не в оптимизации сахарности газа, расходов сахарности газа, хотя и там тоже, да, но больше надо работать. Единственный выход снижения тарифа – это увеличение расходов транспортировки газа. То есть нам нужна как газопереработка или крупный промышленный потребитель. Только в таком случае тариф может либо значительно снизиться, либо, по крайней мере, остаться на этом же уровне. Так. Напомните, пожалуйста, свой вопрос, что у меня тут, Ольга Николаевна. Мероприятие для... Мероприятие по обеспечению надежности сетей. Ежегодно у нас составляется план капитального ремонта и план капитальных вложений, в который входят объекты для ремонта, которые подлежат ремонту и которые подлежат реконструкции. На эти цели мы расходуем около 200 миллионов ежегодно. Различные мероприятия там входят, и перекладка газопроводов. Допустим, в этом году по городу Якутску мы осуществили перекладку газопровода по улице Петра Алексеева от Лермонтова до Пирогова, улицы Черяева, улицы Тимирязева. Там газопроводы полностью поменяли. В следующем году у нас запланированы тоже значительные работы. Это вот те газопроводы, которые строились в конце 60-х, начале 70-х годов. То есть, ну, им уже достаточно срок подошел к эксплуатации. Так, вопрос по частоте техобслуживания внутридомового газооборудования. Один раз в 2 года, если внутридомового газооборудования, это я имею в виду про многоквартирные жилые дома, если у них возраст менее 5 лет, и один раз в год, если срок эксплуатации их более 5 лет. Так. Да, вы можете выбрать один из двух. В кассах энергосбыта невозможно узнать задолженность. Приходится как-то либо через нас только, да, приходится идти к нам. Но это, я думаю, вопрос автоматизации, и я на самом деле думал, что у нас все хорошо работает. Давайте проработаем этот вопрос, и наши программисты с вашими отработают, и думаю, это возможно. Спасибо. Дорогие друзья, приступаем к голосованию за 4-й раунд. В это время я озвучу то, как проголосовали при выступлении управляющей компании. В 3-м раунде выиграла управляющая компания. У нас каждый, кто выступает, тот выигрывает. Потом у нас, независимо от того, кто выступает, на 2-м месте Марина Аганина. Да? И жители на 3-м месте. Многое в нашем городе меняется, и у нас есть представитель новаторов Эдвин Данилович. Он будет в 5-м раунде рассказывать про то, как мы что-то меняем, не ждем. Ну, как бы вопросы есть, какие-то там разные, жизненные. И есть новаторы, которые готовы решать это, не ожидая никаких изменений. Пожалуйста, Эдвин. Здравствуйте, уважаемые участники батла, комиссии. Так, ООО «Сахафильтр», мы являемся резидентами технопарка Якутии. Работаем с прошлого года, с марта месяца.
И как бы у нас мы разрабатываем проект «Чистый кран». Например, впервые в Республике Саха-Якутия мы запустили этот проект. Мы по этому же проекту стали резидентами технопарка Якутия благодаря нашему директору поддержки Анатолия Асколоновича. И мы для начала договорились с застройщиком СЭТТА, группа компаний СЭТТА. И мы по Пироговой 9 в 3 домах, в 3 башнях, 16-этажных башнях впервые в Республике Саха-Якутия протянули сеть чистой воды. И в каждой квартире наряду с КВС, ГВС есть чистый кран. Чистый кран, то есть человек уже не будет заказывать чистую воду, которая стоит дороже. И наша вода работает в режиме здесь и сейчас. И стоит она намного дешевле. Например, чистая вода, если заказывать, стоит 120 рублей, это рыночная цена, а наша фиксированная, обоснованная цена 4 рубля за литр, это за 19 литров будет 76 рублей. Но это же выгодно. И зато жилец, мы арендовали помещение в цокольном здании внизу, и там все разместили, фильтра установили, 6-ступенчатая очистка, плюс минерализация, анализы Роспотребнадзор каждый месяц создаем и вешаем на доске объявления в каждом блоке. То есть потребитель, жилец уже знает свое качество своей воды, что она ежемесячно проходит санэпидемиологическое обследование. Вот так вот. И хотелось бы побольше таких домов, хотелось бы поддержки. Это первый проект не только в Республике Саха-Якутия, но и в Дальнем Востоке. Вот так вот. 21 век, как и в других западных странах, в Китае, пить чистую воду из-под крана. Спасибо за внимание. Вопрос? Спасибо. Четкий тайминг, даже чуть больше времени оставили. Можно воспользоваться. Пожалуйста, Максим, ваш первый вопрос. Вопрос следующий. Возможно ли оборудование такой системой домов, которые уже давно введены в эксплуатацию, старых домов, грубо говоря, например, МКД, КПДши, которые 70-х годов. И если все-таки вы это можете, то вы конкурент водоканалу. А если водоканал сделает воду чистую из-под крана, чем будете заниматься? Да погодите, это вопрос Максима. Иван Александрович, ваш вопрос. Я на самом деле не очень понял идею, то есть, вопрос такой, у меня. То есть где-то на вводе в дом устанавливается фильтрующее оборудование, и всем жителям квартир поставляется чистая вода? Или? Да. Если так, то насколько она дороже? Марина, вы сейчас задаете вопрос. Максим задал вопрос, который я хотела задать. Я не задам вопрос, я просто хочу прокомментировать. Безусловно, все-таки я думаю, что в конце концов водоканал построит очистные сооружения, и вот этот бизнес по внедрению дополнительной очистки, он, может быть, будет связан уже не с качеством воды, а может быть, вы туда какие-то будете пищевые добавки, например, добавлять, чтобы из крана текла квас или газированная вода, может быть, ионизированная вода. Я думаю, что это будет так. Марина, даже это не вопрос был, а ответ, да? На первый вопрос. Юлия, пожалуйста. А сколько стоит установить ваш фильтр? Технико-экономическое обоснование. И Ольга Николаевна. Мой вопрос. Я хотела услышать, какие еще мероприятия по энергосбережению вы можете предложить населению города Якутска? Еще раз. Можно? Какие еще мероприятия по энергосбережению вы можете предложить жителям? Спасибо за вопросы. Эдвин Данилович, просьба начать ответы.
Так, возможно ли поставить такое оборудование в старых домах, да? Так, это будет очень сложно, мы об этом думали, но при согласии жителей, всех жителей, это возможно. Это возможно при согласии. Там надо заходить в квартиры и бурить там, дырку делать. Думаю, они не соглашатся. Так, насчет цены, да? Цены это, ну, я же уже озвучил цену, 4 рубля за литр. 4 рубля Наша за стоит литр. 40 копеек. А водоканаловская стоит 40 копеек. Так, водоканал говорит мне, можно, если строит, вот закончится вот застройка, да, водозабора, вот я начну разливать квас. Так, у вас, вы сами сказали, у вас хлорирование. То есть жители уже привыкли к чистому, который человек заказывает чистую воду, она без хлора идет. Жители уже привыкли пить воду без хлора. И даже если вот чистая вода идет, она все равно будет хлорированная. Можно я скажу? Они добавят гипохлорид натрия. И вот человек, привыкший к чистой бесхлорированной воды, он уже не будет пить хлорированную воду. Он будет потреблять 5 литров воды для Марина, Для питья, не а вступаем в остальное- дебаты. Следующее, когда вы задаете вопрос, у вас есть время, тайминг, который вы можете нечаянно задеть. Хорошо. Так, сколько стоит наше оборудование? Ну, мы сами делаем оборудование, наше оборудование сертифицировано, сами собираем, заказываем комплектующие из Китая, и мы делаем оборудование 250 литров в час до 3000 литров в час. Цена оборудования, ну, рыночная цена начинается от 180 тысяч рублей и выше. Вот так. Так, какие еще энергосберегающие оборудования вы предлагаете жителям, да? Так. Ну, можно экспертам задать вопрос, но я одно скажу. Солнечные батареи во всех новостройках надо поставить и хотя бы летом экономить на электроэнергию. Спасибо. Так, экспертам вы отдаете или ответили? Я ответил. Спасибо. Дорогие друзья, вот нам сейчас принесут подсчет. Принесли уже подсчет прошлого раунда. Это был 5-й раунд. Цвет там у нас, ну, видите, предпоследнее до белого карточки. Я озвучу результаты 4-го раунда. У нас лидером стали жители. На второе место Сахатранснефтегаз. И третье место вырвался Максим Наконечный, Энергосбыт. Вот как раз сейчас Максим Наконечный будет выступать от имени ну, мы прописали Энергосбыт, но вопросы мы будем, возможно, задавать по всему Якутскэнерго. Мы договорились, что представитель приходит и отвечает на все вопросы. Это касается Якутскэнерго, у нас огромный пласт. Это как от начала платежей, заканчивая электричеством, и в некоторой части занимается теплом, тепловой поставкой. Можно начинать? Да, Максим, пожалуйста. Еще раз всем спасибо, что мы здесь собрались. Очень действительно интересный формат. Я ожидал на самом деле какого-то пикирования со всех сторон, но здесь очень хорошая обстановка. По поводу того, как сказать, всех проблем не озвучишь. Я могу сказать только о системных проблемах, которые трогают всех ресурсников. Системная проблема ресурсников – это то, что у нас не соответствуют требования и законодательства. То есть мы живем сейчас все, как нам говорят, все решают деньги. Все решают деньги. От компаний поставлены в такую ситуацию, что им требуется
экономическая эффективность. Если не будет экономической эффективности, компании просто-напросто умирают, у них нет денег там, на модернизацию, на повышение качества услуг и прочее. Но с другой стороны, законодательство нас давит таким образом, что мы обязаны во всем всегда потребителю, и мы ничего с этим поделать не можем. У нас, понимаете, с двух сторон пресс, и тут приходится лавировать. Тут, я думаю, все ресурсники будут со мной согласны. Потребители у нас со времен Советского Союза стоят в очень выгодной позиции. Это не в укор потребителям, это у нас, я еще раз говорю, не соответствует законодательству. Потребитель у нас всегда прав. Хотя, как говорится, если у нас государство говорит, что у нас рыночная экономика, то должны быть и равные, как говорится, права и возможности, и должны быть у жителей не только права, но и обязанности, в том числе и по оплатам. То есть, извините, если вы не платите, то и услуги будут плохие, у нас нет денег, чтобы вам поставить хорошие услуги, на это нужны деньги. Вот. И так, в ремарочку, можно сказать, да, обычно вот люди жалуются, особенно, ну, я вот работаю в энергосбыте, мы, как говорится, на передовой Якутскэнерго, к нам все жалобы идут к нам. Неважно по какому вопросу, ну, город это у нас большой организм, да, которому нужно там газ, свет, вода, там прочее. Мы как доктора в этом организме поставляем нужные ресурсы в этот город. Да, и когда приходят и говорят, а вот у нас проблема, там упала опора, я не могу этого знать, я продавец, я продаю электрическую энергию, продаю тепло, продаю, не ко мне вопрос. И когда я говорю, идите, например, в сеть, они говорят, они обижаются, вы же энергосбыт, вы за все отвечаете. Но это на примере, знаете, когда приходит человек к врачу с насморком и говорит, ну или, например, ну, грубо говоря, к хирургу пришел, говорит, у меня насморк. Ну, что хирург скажет? Ну, идите к терапевту, да? Примерно то же самое я прошу понять просто-напросто. Если вы обращаетесь к нам за консультацией, за помощью, мы же не просто так говорим, идите туда, идите сюда. Мы говорим вам как профессионалы, куда нужно обратиться точечно, а не просто сваливать там и говорить, что мы не работаем с потребителем. Ну, вроде все. Спасибо. И первый вопрос от ваших коллег по предприятиям, можно сказать, от Сахатранснефтегаза. Ну, я задам вопрос, скорее всего, очень такой интересный управляющим компаниям. Да? Управляющие компании зажаты с двух сторон. Да? С одной стороны, есть жители, да, которые им платят деньги, да? И с другой стороны, вы, которые требуете за снабжение электроэнергией, да, с управляющей компанией. Да? Кроме, получается, управляющие компании для вас оказывают бесплатные услуги по сбору средств за электричество, так? Вы им за это никакие деньги не платите. Но кроме того, вы оказываете услуги по сбору денежных средств за квартплату в своих кассах и берете за эту услугу 1,5% с управляющих компаний. Вопрос такой, не могли бы вы эти 1,5% куда-нибудь найти другой источник для обеспечения работ касс? Вы говорили, все дружески будет. Марина Ивановна. Ну, давайте как житель тоже хочу про воду хочу спросить, но только про горячую воду. Про горячую воду с точки зрения несоответствия ее температуры. Меня интересует вопрос, планируется ли внедрение приборов учета по горячей воде с термодатчиками, чтобы мы платили конкретно за горячую воду, а не за ту воду, которая течет по трубе горячего водоснабжения. Юлия Сергеевна. Ну, управляющие компании, они бывают разные. Есть добросовестные, есть не очень. Вот если бы вы были сами надзорным органом, вы бы как боролись с нерадивыми управляющими компаниями? Ольга Николаевна. Вот единое окно, которое расположено у вас по Федору Попову, там постоянно большая очередь. Когда не подойдешь везде, вот очень долгое время проводишь там. Скажите, какие-то меры будут вами предприняты для ликвидации этой очереди и оптимизации работы своей с населением? Эдвин Данилович. Так, я от имени жителя задам вопрос. С вводом в эксплуатацию ГРЭС-2 тарифы за электроэнергию уменьшатся ли? Для населения. Угу. Максим Александрович, у нас есть эксперты, мы ни разу не воспользовались этим моментом.
Ну, если что, пожалуйста, ответ. Ну, давайте по порядку, да, начнем. Указ зажатый, как вы говорите, жителями и РСО, в общем, и мы берем деньги с укашек за обслуживание, правильно, кассовое. Но как бы там ни было, кассовое обслуживание, по идее, должен оплачивать житель на самом деле, и он... Нет, мы берем... Вот есть управляющие компании, которые сами говорят, вы берите с жителей, либо вы берите с нас. Это решает управляющая компания. То есть, например, та же самая УК Губинская, там по договору, в общем-то, касса обслуживания ложится на жителей. Жители там это прекрасно знают, и они с этим, ну, можно сказать, ну, не против, да, скажем. А есть какие-то управляющие компании, которые говорят, нет, мы боремся за своего жителя, мы не будем с людей брать кассу обслуживания, мы будем платить сами, свой карман. Есть такие управляющие компании. То есть мы не навязываем, мы предлагаем услуги, а что выберет управляющая компания, это уже ее право. Так, далее, несоответствие температуры горячей воды и будут ли применяться приборы учета по, ну, как говорится, согласно, да? Вы извините, вот действительно, я вот тут уже не эксперт, да, тут нужен представитель якутской ТЭЦ, но насколько мне известно, по-моему, приборы учета, которые у нас по горячей воде, нет методики перерасчета для жителей по качеству предоставляемой горячей воды согласно показаниям прибора учета. Вот. Я не могу сказать, я говорю не эксперт, я говорю как есть, извините. Хорошо, возможно. Мы дойдем до зрителей. Мы сейчас даем время ответить на вопрос. Так, далее, как бороться с нерадивыми управляющими компаниями, да? Ну, грубо говоря, мы не боремся с нерадивыми управляющими компаниями. Лицензирует их администрация. У них есть надзорные органы, там УГСЖН, есть, ну, не знаю, даже тот же УФАС, но там прокуратура. Они должны инициировать, по идее, да, и они могут применить власть по лишению лицензии управляющей компании, по привлечению к административной ответственности, вплоть до уголовной, если есть хищение, да. Но я таких случаев, например, в городе Якутске не видел, чтобы хотя бы одну управляющую компанию лишили лицензии. Вот. Большая очередь единого окна. Ну, тут я буду первопроходцем, воспользуюсь экспертом. У нас есть Игорь Александрович Боков. Прошу его ответить. Пожалуйста, Игорь Александрович. Добрый день. В части техприсоединения планируется работа, то есть проводится работа перевода на электронный прием заявок на технологическое присоединение. В настоящий момент на сайте Якутскэнерго размещен личный кабинет, то есть все потребители, группа потребителей от 15 до 150 киловатт могут подать заявку в электронном виде через сайт компании. Правильно ли я понял, что это те, которые подключаются? Да, в части подключения. А жители? Ну, житель тоже подключается. Ну, когда оплачивают? Тоже планируется на сайте вводиться тоже оплату через личный кабинет. Он также организован на сайте компании. Спасибо. Продолжим. Так, ну и последний вопрос. Уменьшатся ли тарифы? Опять же, возвращаясь к моему выступлению, да, что вот город большой, проблем много, я специалист, ну, как говорится, ну, у меня энергомагазин. Энергосбыт – это энергомагазин. Я торговец, да, я продаю электро, там, прочее. Я не занимаюсь тарифами, я не занимаюсь там методиками, или я не работник Якутской ТЭЦ, да. По тарифам. Давайте я отвечу как житель, который слышал какие-то слухи, а не как официальный представитель Якутскэнерго. Да? Ну, вы сегодня официальный представитель Якутскэнерго. Нет, в данном случае я хотел бы ответить как человек, который слышал что-то, там, как говорится. Да? Вот. Насколько мне известно, тарифы снижаться не будут, потому что есть условно составляющие, там, как говорится, введение в эксплуатацию этой станции, то есть это большие затратные средства, их надо как-то окупить. Можно, грубо говоря, так. А вообще тарифы Якутскэнерго не устанавливает. Оно их защищает в РЭКе, в Республиканской энергетической комиссии. Да? И вот РЭК уже на основе нашей защиты устанавливает тариф. Все вопросы туда. Все, вопросы закончились? Ответы тоже. Спасибо, дорогие друзья. Это был 6-й раунд. Давайте друг другу похлопаем. Сейчас просьба всех проголосовать. Время мы до подсчета займем теми вопросами,
которую хотели задать. У вас, я так понял, вопрос взяли, да, в письменном виде? Ага. И если есть, только сразу договоримся, не больше 3 вопросов, и мы постараемся как сами, даже я могу выступить уже, наверное, к экспертам, наши участники, наши эксперты, которые сегодня пришли. 3 вопроса, кто желает, давайте поднимем руки, и мы воспользуемся микрофоном. Вот видите, все вопросы сняли, да? Да, пожалуйста, передайте, ребят, микрофон. У нас запись, мы хотим потом. Здесь не поднимался вопрос о придомовых земле, детские площадки и так далее. Есть кто-нибудь специалистов, который может ответить на этот вопрос? Как они формируются, откуда, где и как? Да. Кстати, я тоже не представился, я Амосов Владимир, председатель общественного движения «Я инженер». Если эксперты хотят ответить, но на самом деле экспертом в этом вопросе, наверное, являюсь я, и я вам попробую ответить. Всю землю отобрали в нашем доме. Детям некуда выйти. Хорошо. Ага. Я не буду адрес спрашивать, я отвечу комплексно. Вообще есть... У вас какая управа получается? Нет, управа. Центральный округ, да? Но есть 3 пути сделать свою площадку. Или у вас вопрос земельного характера в данном? Земельного дела я... Нет, по земле не я. Все, земельных экспертов нету, мы это запишем. Надежда, подойдите, пожалуйста, там. Или девчонки, помогите. И официально мы ВАЗу отправим, и ваш обратный контакт. Хорошо, мы ответим. По детским площадкам у нас сейчас есть программа «Комфортная городская среда», вы, наверное, ее слышали. Есть программа «Народный бюджет», а также управы по 2-3 детские площадки в год планируют. Но если у вас проблема с землей, это чуть-чуть другой вопрос. Да? Пожалуйста. Желательно задавать вопросы к нашим участникам и экспертам по их части. Я бы хотела знать, как можно уйти безболезненно от одной управляющей в другую компанию. Потому что вопрос «Арсенал Плюс» — это, по-моему, вещь всего города. И вот бы хотела знать, чтобы не было драк, чтобы не было спор, чтобы рукоприкладства не было, чтобы не подавали в АБЭП за то, что бланки голосования люди проголосовали, не подавали в прокуратуру, не подавали в суд. Как можно решить? И можно ли управляющую компанию «Арсенал Плюс», вот итоги всех, потому что не одно, вот сидят, вот там люди тоже пришли по «Арсенал Плюс» говорить. И вот они говорят, как можно эту управляющую компанию лишить лицензии, вообще с города убрать? Вот хотелось бы вопрос. Это не я, но много-много людей здесь пришли. Есть такое правило, да, у модераторов. Сегодня я модератор, у кого маркер, тот и главный, да. Я сразу просто переадресую к нашим участникам, спикеру, часть ответа, и к нашему эксперту Анатолию Андреевичу, возможно, на вопрос ответит. Да, Ольга Николаевна, вы как из этой сферы можете какие-то советы дать? Да, ну вы знаете, вот согласно жилищного кодекса, воля-то принятия решения – это воля самих жителей, да, то есть только общим собранием жильцов, это 2/3 должно быть присутствовать не от численности, а голосуете вы своим общим имуществом, то есть своей площади, да, принять решение о переходе в другую компанию. Только ваша воля, больше никто ничего не сделает. У нас есть бланки голосования, у Да. нас есть решение о том, что в реестр вошли, о том, что вот свидетели, вот эти свидетели, о том, что мы перешли в реестр с 11 месяца прошлого года. Но на сегодняшний день, сегодня я была в суде, сегодня меня приглашали в суд, Арсенал по поддельным документам с подписи собрали, что подавать люди не хотят. Хотя бы даже суд не имеет права брать документ, не имеет права этот документ без собрания жильцов рассматривать. А только собрали подписи там налево-направо, кто подписывал за уборку, кто подписывал, ну как обманным путем. Нельзя никак разобраться. Вы понимаете, как это страшный бич. Вот, например, меня как председатель ПСЖ, один раз была я 8 лет. Я пошла против Арсенала Плюс.
дом в 25 году должен быть на ремонт быть, но перевели по документам, потому что дом разваливается на 19 год. Это что-то значит? Значит. И вот потом мы решили жильцы отказаться. Сделали собрать все, когда видеокамера, все было. Пригласили телевидение, все было. Ну, выбрали нового председателя, неизвестно как. Получается, потом собрание было, выбрали опять меня председателем, я опять начала воевать. Потом вывешивают объявление Арсенал Плюс, он новый председатель. Наши пришли, ваши пришли, как говорится. И на сегодняшний день... Я, знаете, что подумал? Я хочу вас пригласить на дебаты. Нет, я понимаю, что вы не закончите, но тема... Идет война по этому поводу. Помогите, пожалуйста, не только у нас. Это много... Даже в городскую думу выходили мы с этого вопроса. Мы не можем решить вопрос. Даже в полиции, даже в прокуратуру, в ОБЭК мы не можем решить этот вопрос. Помогите, пожалуйста. Это не один мой дом. Не один. Смотрите, что мы сейчас делаем. Мы это, если надо, зафиксируем. Но надо зафиксируем. Но вопрос, опять же, не получается, вы сейчас говорите, что в суде не решили. Выше суда кто у нас? Давайте просто будь последовательным, да? Есть высшие инстанции судебные. Если вы не доверяете решению суда, который вынес решение, то вы можете обратиться в следующий. Я не суд судье. Мне показали бумаги о том, что список людей, 120 людей против того, что список, не решение собрания, а список. У меня решение собрания здесь. А это список, 120 людей против того, чтобы мы ушли от Арсенала. Но когда я начала листать, то на листочках через один, там написано, одни и те же квартиры повторяются несколько раз. И люди, которые подписывали, некоторые люди, они вообще не касаются, они даже не жильцы, а... Но это же мошенничество. Вы должны, здесь нету сегодня представителей ни МВД, ни суда, ни высшей инстанции. Есть, мы же в правовом государстве живем. Мне ли вам рассказывать это? По управляющей компании в законе Российской Федерации прописано, что решает только жители. Эксперты. Анатолий Андреевич, вы какой-нибудь комментарий можете дать по этому вопросу? Да, это вопрос достаточно сложный. Мы рассматривали в Якутской городской думе этот вопрос тоже. Значит, что хотелось бы посоветовать? В первую очередь, конечно же, жильцы должны быть очень дружными, знать друг друга. Во-вторых, значит, насколько я знаю, в городе Якутске время от времени проводится, скажем так, называемый ликбез для жителей, юридический, да? То есть юридически подкованы должны быть. Вот то, что вы говорите, там, жильцы там подписывают там, на цветочные клумбы, еще что-то, да? Но они же должны знать, на что подписываются, а не чистые листы. А с другой стороны, конечно, хотелось бы обратить внимание администрации города Якутска, что специального какого-то отдела или управления, которое вот занимается именно вот этой проблематикой, а она на самом деле есть, она достаточно глубокой, к сожалению, в городе Якутске нет. Служба эксплуатации городского хозяйства там занимается своими делами, департамент ЖКХ своими делами, там какие-то общественные формирования есть, но все-таки хотелось бы, может быть, вот по итогам вот этого батла какие-то рекомендации, чтобы создать именно, насколько я знаю, раньше был такой отдел, который занимается именно жилищным фондом, управляющими компаниями и ТСЖ. Сегодня нет такого, к сожалению. Поэтому, мне кажется, вот это надо восстановить, чтобы грамотно юридически, зная все законы, вот, допустим, вам подсказали, как действовать. Спасибо. И у нас уже пришли итоги батла. У нас чуть-чуть другой формат. Мы ваш вопрос записали, мы письменно обязательно ответим и найдем тем людям, которые ответят. Вы тоже можете письменно оставить. У нас время лимитированное. Поэтому я озвучу, вернусь к нашему основному мероприятию. Сегодня у нас велось два вида голосования. Там, где голосовали сами участники, и там, где голосовали зрители.
И сегодня оценку зрители поставили наивысшую Юлии, представителю старост, жильцов. Это было, да, действительно непредсказуемо. Да. И, ну, а второе место, я озвучу только первых трех. Второе место, ну, давайте болеть, да, попробуем, у нас же все-таки чуть-чуть. Ольга Николаевна, Прометей, кто за нее? Эдвин Данилович, новатор. Чистая вода из крана. Максим Новоточный, энергосбыт. Сахатранс нефтегаз, Иван Гаврилев. И Марина Аганина, такую фамилию нельзя забыть. Марина Аганина! Ну, нет, по аплодисментам, наверное, можно понять, что второе место заняла у нас Марина Аганина. Поздравляем ее, Водоканал. И на третьем месте у нас Максим Наконечный. Как распределились баллы и симпатии зрителей, я озвучивать не буду. Была такая договоренность, мы озвучиваем первых трех. Общие, как проголосовали сами участники, мы тоже специально озвучивать не будем, для того, чтобы оставить интригу до последнего дня нашего мероприятия. 25 числа на площади Орджоникидзе состоится закрытие форума неравнодушных граждан, куда мы вас всех приглашаем. И мы победитель получит, как сказать, любовь горожан неравнодушных. Это самое главное, наверное, для крупных компаний тем более. И еще будет третий вид голосования. Сегодня мы возьмем тезисы с ваших выступлений, тезисы с ваших вопросов и ответов и разместим их на общественном портале ЕКТ и OneClick. Там проведем заочное голосование, то, что люди считают нужно делать. И хочется верить, что предприятия увидят, на что делают акцент жители, с чем они согласны, а с чем они совершенно не хотят соглашаться, и сделают какие-то выводы. Спасибо.